Шевкет Мустафаев, депутат Государственного городского совета, член Мини-ФРК, участник московских событий. События 25-летней давности, это сегодня коснулось всех. Сегодня мы все седые, тогда мы были молодые, красивые, все смело пошли отстаивать Родину. В молодости это легко, потому что глубоко не думаешь. Один маленький момент. Вот 6 июля, помнишь, идем на Красную площадь. Никто не знает, чем закончится. Соберут в Сибирь, отправят или дадут что-то делать. Молодые, вперед! Я что хочу сказать. Процессы политические, которые происходили, они связывались с теми периодами, которые у нас были. Вот здесь немножко обиделся, что вот 60-е годы, мол, забываются. Нет, дорогая, они не забываются. Просто то время сделали столько, сколько могли. Они не отмечаются, я хочу сказать. Ну, это уже на наших журналистов, которые недопонимают. То поколение, которое в 60-е годы было молодым, оно смогло сделать столько по той политической ситуации. Больше от них ждать было просто невозможно. Система стояла крепко и не давала двигаться никуда. Даже то, что смогли проводить указ 67-го года, это была вот большая заслуга 60-х. На этом их потенциал иссяк. Потом начались репрессии, и когда мы пришли в национальное движение, буквально по пальцам можно было показать, кто еще активен. Потому что всех, кто будет заметный, посадили, остальные попрятались. Я же помню 70-е годы, когда мы начали. Не с кем было общаться, потому что все об этом боялись говорить. Единицы буквально. Вот мы студентами только начинали тогда. Вот Васильевич, я вот молодые 19-20-летние ребята. То есть пришло новое поколение. И это поколение взвалило на себя следующий этап борьбы, который пришелся своим пиком на 87-й год. Его готовил, конечно, весь народ. Кто тихо, спокойно. Даже те самые последние проходимцы, которые карьерой занимались, помните, которые я говорил, я уже не татарин. Как только ситуация стала такая, что за это могут дать по башке, как туркам-месхетинцам, тут же все поняли, кто они такие. И не надо было никому ничего объяснять. И никого агитировать уже не надо было. Жизнь сама заставила понять, кто ты такой. И вот, переходя уже к сегодняшнему сразу же, мы сегодня опять хотим следующий шаг сделать. Но мы то поколение, которое сегодня выполнили свою миссию. Мы перевезли народ. Каждый из нас внес свою большую лепту. Потому что если он сегодня в Крыму со своими детьми, внуками и так далее, значит он настоящий крымский татарин. Да, как, чего он там про себя там не думал, как к соседу не относился. Это вопросы такие, знаете, бытовые. Мы иногда очень часто путаем бытовые отношения с политической ситуацией, пытаемся выяснить, вот я, к примеру, плохо отношусь, значит, что он предатель. Понимаете, вот очень сложно, я не говорю, что это легко разобраться во всем. Для этого целые институты работают. Против нас вы сами прекрасно знаете, кто против нас работает. И я всегда хочу, вот вспоминаю 87-й год, мы встречаемся с Давидом Кубультиновым. Помните такой был? Писатель большой калмыцкий. Он сказал: ребята, вы такие молодые, говорит, я вам завидую. Вы вернетесь, я, говорит, верю, но над вами поставят таких сволочей татар, говорит, вы еще 25 лет будете эту шкуру тащить. Это 87-й год. Вот сегодня мы видим все это, понимаете? То есть они раньше нас прошли это. Когда они возвратились, видать, тот опыт, он сказал, будет и у вас. И мы сегодня видим, что над нами все время сажают каких-то мелких, так сказать, политических деятелей, которые не совсем или не понимают, или не хотят понимать ситуацию и заняты своими проблемами. Мы все время ругаем Мустафу. Может, есть и за что.
Ну, смотрите, как они прекрасно использовали вот это наше огромное желание возвращаться и объединяться. Они тут же организовали Курултай, многие из вас, которые тоже поддержали, кричали. Они использовали молоко народное для того, чтобы себе получить сливки. А потом сметану сегодня уже кое-кто кушает. А мы все остальное, что там осталось? Вот и все, понимаете? Поэтому обижаться не возьмешь. Они прекрасно разыграли ту карту, которую мы же сами принесли. Теперь надо думать, как это сметану. Или они, когда наедятся и, извините, обкакаются, ждать надо. Или собирать новое молоко. Другого варианта у нас нет. Понимаете? Потому что такие большие события, как целый разворот национального самобытия или движения, он происходит не каждый день. Мы будем сейчас все хотеть выйти на улицу и кричать: давай нам автономию. Не будет. Потому что не созрела система и условия. Как говорят, а народ где? А народ, он живет себе, он там деньги зарабатывает, женится, рождается и как-то занимается своим делом. И все. Да, он, может, не все понимают, что язык теряется, что культура у нас хромает, что у нас политический распад идет, деградация. Каждый и не обязан это понимать. Он простой народ, он живет. Что ему скажет, он берет и пользуется. Это мы понимаем. А если мы не можем достучаться, значит, или мы плохие руководители, которые взяли на себя ответственность, или просто время не созрело. Вот только два. Весь опыт показывает, что ни один народ просто так себе не получил ни государственности, ничего. Только те республики, которые выступили с оружием в руках, что-то получили. А кто ходит и просит диссидентов, покажите нас, объясните там. Он только получает, они нам показывают и объясняют. И все. И ждать сегодня от Мустафы, что он что-то решит, ну это нереально. Он не такой человек, он диссидент. Он никогда в жизни ничего не строит. Он не знает, что это такое. Он может сказать: здесь плохо, там плохо, вот там нас зажимают. И все. Это его удел, поймите. И воевать с ним это глупо. Мы должны сегодня четко обрисовать, как построить нашу государственность. Какие шаги мы должны делать. Потому что политическая власть — это последнее, что мы должны требовать. А мы начинаем с того и говорим: давайте нам автономию. Вот в чем наша ошибка. Сегодня мы четко должны расписать, первые 2-3 года строятся вот такие элементы государственности, следующие этапы вот такие, и медленно работаем, то есть создаем молодое. Ждать от кого-то автономии — это примитивизм, кончилось в то время, никто его нам не даст. Ни для того они нас оттуда выгоняют. Мында базар devlet Mında bazar devlet tohtam. Oturun yerinizde söz verir. Söz verir ki vakti gelince. Mında biz bazarda kemedik. Oturun yerinizde. Я сегодня просто анализирую ситуацию. Я не хочу с кем-то спорить, объяснять. Он için benim bakışıma canımız ağrısın, ağrılması o başka şey. Bu benim görüşüm, ben bile görüyorum. Onun için bir neler doğru gelirse bağışlarsınız. Söyle